глава миссии, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нора Владимир Имамович, он будет у нас, а он уже есть в онлайн-режиме. Так что, Владимир Имамович, мы можем начать работу, можем начать ваше выступление, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые коллеги, дамы и господа, доброе утро. 10 января 2021 года Шанхайская организация сотрудничества по приглашению Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Кыргызской республике провела 56-ю миссию наблюдения за ходом подготовки и проведения досрочных выборов президента Кыргызской республики и референдума по определению формы правления Кыргызской республики. Приглашение международных наблюдателей расценивается миссией как стремление Кыргызской республики обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность президентских выборов и референдума Кыргызской республики. Миссия выполнила свои функции, руководствуясь положением о миссии наблюдателей ШОС на президентских и парламентских выборах, а также референдумах, соблюдая принцип политической нейтральности, объективности и невмешательства во внутренние дела государства в строгом соответствии с национальным законодательством Кыргызской республики. Накануне выборов и референдума члены миссии посетили ряд участковых избирательных комиссий, расположенных в городе Бишкеке в цели ознакомления их готовности к выборам и референдуму. Принимающей стороной были созданы для миссии необходимые условия для мониторинга подготовки и проведения выборного процесса. Была предоставлена исчерпывающая информация об избирательной кампании и референдуме. Все заключения выборной миссии основаны на проведенных членами миссии личных наблюдений и фактических материалах, собранных накануне и в день долгосрочных выборов президента Кыргызской республики и референдума по определению формы правления Кыргызской республики. День голосования 10 января 2021 года члены миссии прибыли на избирательный участок в 8:00 часов утра. Присутствовали при подготовке бюллетеней и автоматически считывающих урн для голосования. ЦИК образовала по всей территории Кыргызской республики 2428 избирательных участков, а также в целях обеспечения избирательных прав граждан, проживающих или находящихся за пределами страны, сформировано 48 избирательных участков за рубежом. Члены миссии посетили около 50 избирательных участков, расположенных в городе Бишкеке. На избирательных участках, которые посетили представители миссии, находились доверенные лица кандидатов в президенты, наблюдатели от политических партий и общественных объединений, также ряд международных организаций, представителей средств массовой информации. Жалоб и замечаний от доверенных лиц и наблюдателей по ходу избирательного процесса в адрес представителей миссии не поступало. Основу законодательной базы Кыргызской республики составили Конституция Кыргызской республики и Конституционный закон Кыргызской республики о выборах президента Кыргызской республики и депутатов Жогорку нашей Кыргызской республики и закон о назначении референдума, всенародного голосования, а также другие нормативные правовые документы. В ходе выборов и референдума были задействованы информационные системы и сервисы Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской республики, предназначением которых стала реализация информационных процессов в период проведения выборов, сбор, слов и отображение информации о явке избирателей и предварительных итогах голосования. Веб-сайт ЦИК Кыргызской республики всесторонне освещал ее деятельность, а также предоставлял полную информацию о ходе проведения выборов и референдумов. Избирательные комиссии были оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем для проведения выборов. На всех участках избирательных комиссий вывешены
вывески и календари. На государственном портале КСМ была размещена информация о списках избирателей в электронном формате в разрезе избирательных участков, районов, городов и республики в целом. Информационная система, единая система учета избирателей обеспечивала гарантии избирательных прав граждан Кыргызской республики на участие в выборах. Были созданы соответствующие условия и возможности для лиц с ограниченными возможностями. Веб-ресурсе Талакер отображал основные сведения предвыборной программы кандидатов, президенты и их избирательных фондов. 12 декабря 2020 года было зарегистрировано 18 кандидатов на должность президента Кыргызской республики. Кандидаты в президенты на равных условиях проводили агитационную работу через средства массовой информации и путем организации массовых мероприятий, а также выпуска и распространения агитационных материалов. Кроме этого, была проведена широкая разъяснительная работа по правилам проведения предвыборной агитации по центральному телевидению. В ходе голосования использовались идентификация избирателя по его биометрическим и персональным данным с применением автоматически считывающих урн АСУ. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических правил при подготовке и проведении выборов все члены избирательных комиссий были оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты. В помещениях участков имелись санитайзеры, проводилась дезинфекция. Основные итоги. Мероприятия в рамках избирательной комиссии проводились открыто и подробно освещались в средствах массовой информации строго в соответствии с законодательством Кыргызской республики. Всем зарегистрированным кандидатам на должность президента Кыргызской республики, вне зависимости от их партийной принадлежности и политических взглядов, были обеспечены равные условия для проведения агитационных мероприятий. Все этапы избирательной кампании освещались в средствах массовой информации, публиковались программы кандидатов, что является свидетельством открытости и прозрачности избирательной кампании. Миссия отмечает, что выборы состоялись на широкой конкурентной основе в атмосфере открытости и прозрачности избирательной кампании с активным участием представителей гражданского общества и созданием благоприятных условий для граждан сделать самостоятельный и осознанный выбор. Миссия заявляет, что досрочные выборы президента Кыргызской республики и референдум по определению формы правления Кыргызской республики проведены в соответствии с действующим законодательством и принятыми Кыргызской республикой международными обязательствами. Миссия не отмечена нарушение норм национального избирательного законодательства. Миссия признает прошедшие досрочные выборы президента Кыргызской республики и референдум по определению формы правления Кыргызской республики открытыми, свободными и легитимными. Миссия констатирует, что состоявшиеся досрочные выборы президента Кыргызской республики и референдум по определению формы правления Кыргызской республики явились важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов Кыргызской республики. Миссия поздравляет народ Кыргызской республики с успешным проведением досрочных выборов президента и референдума и желает дальнейших успехов в реализации курса на укрепление независимости и суверенитета и устойчивого социального и экономического развития страны. Завершая свое выступление, хочу выразить глубокую признательность членам миссии от Шанхайской организации сотрудничества Чепа Алексею Васильевичу, Чинджибаеву Бекасылу Кирилановичу, Ян Сяну, Тарик Али, Архарову Юрию Викторовичу, Евланову Игорю Александровичу, Шадманбекову Юсупбеку Рустамбековичу, Юнусову Вахаберджану Владимировичу за проделанную эффективную работу. Благодарю также представителей Центра избиркома, Министерства иностранных дел Кыргызской республики за всемирное содействие
и помощь в период проведения миссии ШОС с охотом подготовки и проведения досрочных выборов президента и референдума Кыргызской Республики. Благодарю за внимание. Спасибо, Владимир Имамович. У миссии других членов есть дополнения? Комментарии? Я хочу сказать, что, во-первых, я хочу поблагодарить всех вас, уважаемые журналисты, и также от имени нашей миссии, присутствующей здесь, поздравить вас с завершившимися досрочными выборами и референдумом. Также мы благодарим руководителя нашей миссии нового Владимира Имамовича за доклад, который он произвел. И мы полностью согласны с теми выводами и заключениями, которые вы сейчас услышали. Спасибо. Вопросы? Если есть вопросы, мы готовы ответить на ваши вопросы. Да, уважаемые коллеги, если есть вопросы, то, пожалуйста, можете озвучить и получить ответ. Есть вопросы, коллеги? Нет. У вас еще будет дополнение у других? Нет дополнения. Я думаю, что подробно все Владимир Имамович сказал, отразили все моменты, мы полностью делегаты миссии согласны. Уважаемые миссии наблюдатели, вы тоже заметили, что не во всех участках кандидат в президенты не смогли поставить свои кандидаты. Сегодня 2-3 кандидата смогли поставить результаты. Вы как заметили? Мы полностью согласны с тем, что вы сказали. Наша миссия вчера посетила около 50 избирательных участков. И на каждом участке мы очень подробно, как сказал Владимир Имамович, беседовали со всеми наблюдателями, спрашивали, какие у них замечания были. И нам не передали ни одного замечания, которое можно было бы отразить. При этом мы развили такую статистику. Вы очень хорошо заметили. Спасибо вам за это. Спасибо огромное. Почти на всех участках, кроме, наверное, одного, присутствовали представители общественной организации «Клоп». Почти на всех участках, кроме одного. Значит, на многих участках было и несколько представителей. Причем не на всех участках были представители кандидата Жапарова, а представители остальных кандидатов суммарно, наверное, было процентов 20 всего участков, где они были представлены. Но других общественных организаций тоже было достаточно много. То есть можно сделать вывод, что больше всего было наблюдателей на избирательных участках от общественных организаций, связанных с судьей. Спасибо огромное.